Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Каба в эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии». Мы рассказываем о важных событиях во внешней политике, заметных мировых новостях, приводим мнения экспертов, анализируем происходящее. Итак, начнем. В Грузии происходят очередные попытки идеологического нажима на неокрепшие детские и подростковые умы. Тема довольно старая, пресловутое возвращение в Абхазию, а вот методы относительно новые. Теперь такие идеи внедряются Министерством образования Грузии через школьные конкурсы. Недавно там инициировали конкурс под названием «Когда я вернусь в Абхазию». Как сообщалось на странице Facebook «Внимание службы по связям с общественностью Патриархии Грузии», в конкурсе приняли участие более 2500 учеников из 400 государственных и частных школ. Участники конкурса создали чуть ли не 1270 работ в различных форматах, включая эссе, интервью, видеоролики, рисунки, информационные буклеты и другие творческие проекты на эту тему. В нашем МИД отреагировали на проведение подобного конкурса и отметили, что грузинский образовательный проект для школьников «Когда я вернусь в Абхазию» – часть многолетней политики грузинских властей по формированию искаженного представления об истории и государственности Абхазии. Подробнее тему мы обсудили с пресс-секретарем Министерства иностранных дел Абхазии Алисой Барзани. Предлагаем вам интервью с ней. Приветствуем вас, Алиса. Сегодняшняя тема, о которой мы хотим поговорить, это конкурс, который был объявлен Министерством образования в Грузии «Когда я вернусь в Абхазию». Вроде бы тема заезженная, что-то такое мы видели, но как вам кажется, в чем тут новшество, что нового? Здравствуйте, Арифа. Несмотря на то, что конкретно данный конкурс проводится впервые, подобного рода пропагандистские образовательные проекты это не какое-то новшество для Грузии. Мы хорошо знаем про те образовательные проекты, которые реализовываются в рамках так называемой политики вовлечения. И эти проекты, они, как правило, направлены на наших граждан. Но сейчас, судя по всему, фокус внимания смещается еще и в сторону собственных граждан, молодого современного поколения грузин. И стоит сказать, что происходит это неспроста, поскольку молодое поколение грузин, они уже живут совершенно другими смыслами, другими идеями, и те идеологические конструкты, которые в 90-х годах привели к кровопролитной войне, они уже не вызывают такого отклика. Но хотелось бы все-таки знать официальную позицию МИД по этому вопросу. И вот еще интересный момент, вот патриархия Грузии, какое оно имеет отношение, потому что она как бы выставляла и на своей официальной странице в Фейсбуке. Почему этот элемент тоже как будто бы подмешан во всю эту историю? Мы расцениваем это как искусственное насаждение этих деструктивных идей в умы грузинской молодежи. И это делается прежде всего грузинским руководством. Ну, вы совершенно верно отметили то, что это очень прискорбно. Активную поддержку и участие в этих процессах осуществляет грузинская православная церковь. Казалось бы, это те люди, которые в первую очередь должны выступать за созидание, за миролюбие, но вместе с тем эти проекты, направленные на разжигание ненависти, они их поддерживают и активно в них участвуют. Мы в последнее время довольно часто слышим о якобы миролюбивой риторике, которая звучит со стороны официального грузинского руководства. Иллюзий на этот счет питать не стоит. На практике все остается совершенно так же. Грузия по-прежнему продолжает сохранять милитаристский настрой. И это действительно так, иначе уже давно был бы подписан юридически обязывающий документ о неприменении военной силы. Но несмотря на то, что абхазская делегация на каждом раунде женевских международных дискуссий ставит вопрос о необходимости подписания этого документа, Грузия всячески блокирует его подписание, и в ближайшее время состоится очередной раунд женевских дискуссий, на котором
абхазская сторона, абхазская делегация в обязательном порядке вновь будет поднимать вопрос о необходимости подписания данного документа. Мгм. А как вам кажется, вот вся эта сейчас шумиха, которая есть вокруг этого, вроде бы это школьный конкурс, и понятно, если бы там не было вот этого очень серьезного, скажем, политического подтекста, возможно, никто бы на него не обратил внимания, но как вам кажется, нет ли в этом, наоборот, какой-то вот слабины вот с точки зрения вот вообще грузинской политики, внешней политики тоже, потому что нет ли ощущения, что вопрос Абхазии забыт обществом, и это попытка вот как бы вывести опять его в актуальное? Да, действительно, как я отметила, грузинская молодежь уже не разделяет эти идеи, они уже не настроены столь реваншистски, как то поколение грузин, которое развязывало эту войну. Им уже эти идеи чужды, но вот то поколение, которое продолжает сохранять эти реваншистские иллюзии, они продолжают развивать эти идеи, продолжают начинять молодежь этими опасными идеями. Мгм. Многие, кстати, говорят, что, возможно, это даже не стоит каких-то комментариев, вообще даже не стоит обращать на это внимание, но тем не менее вот МИД дает свой комментарий, это обсуждается в обществе, вот отношение вот нашего главного внешнеполитического ведомства к тому, чтобы стоит это все игнорировать. Вот как вам кажется, действительно ли это так? Почему вы считаете нужным отвечать? Мы считаем, что эти вопросы напрямую касаются наших граждан, безопасности нашего государства, поэтому мы считаем необходимым реагировать на любые подобного рода ситуации. Понятно. Благодарим вас, что пришли и ответили на наши вопросы. К другим темам. На Южном Кавказе активно и настойчиво продавливают реализацию детища американского президента Дональда Трампа ТРИП. Так называется маршрут Трампа. Власти, устремившиеся на запад Армении, стремятся убедить мир, что это коридор, цитата, «во имя мира и процветания». Сам Трамп более прямолинеен. Создание коридора поспособствует росту инвестиций и укрепит лидерство США как главного фактора решения конфликтов, отметил лично Трамп. А если говорить совсем напрямую, пишет автор издания «Ритм Евразии» Анна Кряжева, то ресурсная составляющая проекта нацелена на обеспечение и чисто американского и турецко-американского контроля за критически важными ресурсами и транзитной инфраструктурой Закавказья, а в дальнейшем и Центральной Азии. Точкой отсчета в организации этого транзитного канала стало 8 августа прошлого года, когда на встрече в Вашингтоне, в которой приняли участие президенты США Дональд Трамп, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министра Армении Никол Пашинян, была подписана совместная декларация. Документ призван обеспечить мирное урегулирование между Баку и Ереваном и способствовать созданию транспортной коммуникации, соединяющей основную территорию Азербайджана с Нахичеванью. Проект получил символичное название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания». Нам наконец-то удалось добиться мира, и мы были только что в овальном кабинете, где мы подписали всяческие документы про различные аспекты этого соглашения. Армения и Азербайджан обязались остановить любые конфронтации и гарантировали территориальную целостность друг друга. И если вы хотите знать правду, теперь они будут поддерживать очень хорошие отношения. Мы также решили различные вопросы, которые стояли и до этого, и для меня это большая честь. Я даже этого не просил. Они теперь назвали коридор дорогой Трампа. Это будет специальный транзитный коридор, который позволит Азербайджану получить полноценный доступ к Нахчеванской области, при этом не нарушая суверенитет Армении, соблюдая этот суверенитет, чтобы они могли жить бок о бок, сотрудничать. И это очень важно.
И мне кажется, что это очень важная договоренность, и теперь эти две страны будут сотрудничать, и теперь а, Армения будет сотрудничать с в течение 99 лет будет вот это сотрудничество. Мы надеемся, что американские компании в рамках этого сотрудничества с Америкой будут развивать различные инфраструктурные проекты. Американские компании будут тратить большие деньги, инвестировать. И мне кажется, это пойдет на пользу всем нашим трем странам, это пойдет на пользу всему региону. И, как вы знаете, этот регион имеет очень большое значение. Кстати, отметим, что по-английски этот проект называется Trump Route for International Peace and Prosperity, что как аббревиатура и укладывается в одно слово TRIP, так сказать, геополитическое и экономическое путешествие Трампа на Южный Кавказ. Автор статьи тоже со своей стороны подчеркивает, что TRIP – это реализуемый при помощи Пашиняна проект проникновения США на Южный Кавказ с ослаблением здесь позиции России и Ирана. Следует иметь в виду, что данный маршрут, связывающий Китай, Центральную Азию, Кавказ, Турцию и Европу с возможностью выхода через грузинские порты, отмечает Анна Кряжева и добавляет, что проект будет находиться под контролем Вашингтона, и его развитие направлено не только на укрепление мощи этого транснационального транспортного коридора. Не менее важным является и тот факт, что в непосредственной близости от него расположены ценные месторождения золота, цветных металлов и редкоземельных элементов, освоение которых также входит в число приоритетов американского бизнеса. Миротворец всей земли, отмечает автор, имеется в виду, конечно, Трамп, заодно попытается ослабить позиции России в регионе и установить свои порядки в ее южном приграничье. Под этим углом зрения обращает на себя внимание интерес к западной идее со стороны Астаны. В первых числах июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с советником так называемого Совета мира Арье Лейтстоуном. Лидер Казахстана заявил о заинтересованности страны в проекте TRIP еще в середине ноября прошлого года. Озвучил политик свой интерес на брифинге после переговоров с премьер-министром Армении. Особое внимание на переговорах уделили развитию транспортно-транзитного потенциала. Но если в прошлом году Токаев лишь намекал на интерес к проекту, то в апреле 2026 года Пашинян сообщил, что Казахстан уже прямо заинтересован в реализации TRIP. По словам армянского премьера, Республика Казахстан является крупным игроком в международной транспортной сфере, особенно в контексте товарооборота с Китаем, стремится детально изучить новые транспортные возможности, которые открывает TRIP и их влияние на свои логистические цепочки. Армения выразила готовность пригласить Казахстан к использованию своих транспортных путей для экспорта и импорта, рассматривая их как часть общей транспортной системы. Как отмечают многие эксперты, у маршрута Трампа есть обратная сторона медали, и это то, что Армения может быть использована как база против Ирана и России в рамках проекта TRIP. Эксперт по энергетической безопасности Ваги Давтян связывает происходящее на Ближнем Востоке с безопасностью этой страны, отмечая, что США и Израиль стремятся к ослаблению Ирана, что ставит Армению в опасное положение. Иран рассматривает проект как попытку США расширить свое военное присутствие на Южном Кавказе через НАТО. Реальная цель проекта – сформировать плацдарм для военно-политической экспансии, заявил Давтян. Эксперт подчеркнул, что при разработке стратегии по сдерживанию Ирана южные регионы Армении, в частности Сюник, уже были признаны ключевыми. По его мнению, Армения будет использована не только против Ирана, но и как база для противодействия России. Давтян отметил, что Россия и Иран сейчас особенно заинтересованы в поддержании транспортной связанности, в то время как их конкуренты и противники предпринимают попытки заблокировать транспортный коридор север-юг, соединяющий Санкт-Петербург с Индийским океаном. К другим темам. В издании «Политика» появилась большая статья о противоречиях европейцев из-за переговоров с Россией. Автор статьи Камила Гейс пишет, что в Евросоюзе произошел раскол из-за переговоров с Россией. Макрон и Мерц осудили попытки председателя Евросовета Кошты связаться с Кремлем от имени Евросоюза. Другие лидеры заняли сторону Кошты. В итоге в Европе так и не решили, кто будет говорить от имени всего Союза и пора ли это делать.
Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц отчитали Евросоюз за общение с Владимиром Путиным, пишет автор издания, и отмечает, что в результате лидеры двух крупнейших стран Европы пошли наперекор основной части блока. На неожиданно бурном ночном саммите в Брюсселе, первом с 2010 года без привычного возмутителя спокойствия бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президент Франции и канцлер Германии осудили попытки председателя Европейского совета Антонио Кошты связаться с Кремлем от имени всех 27 правительств блока, сообщила 5 дипломатов и официальных лиц Евросоюза. Примечательно, что другие лидеры заняли сторону Кошты. Столкновения выявили назревшую в самом сердце Евросоюза напряженность из-за подхода к России и вопроса, кто должен говорить от имени Европы. Лидеры самых яростно антироссийских стран, а также Дании и Нидерландов поддержали Макрона и Мерца. При этом некоторые излили на Кошту невиданный прежде гнев, заявили 3 чиновников. Европейский Союз не может брать на себя роль посредника на переговорах, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в интервью журналу «Политикум». Цитата: «Все доводы о том, что необходимы некие альтернативные каналы или тайные дипломатические пути, априори ошибочны. Сама история дает нам четкое предупреждение о попытках задействовать альтернативные переговорные механизмы с диктаторами». Конец цитаты. Евросоюз уже несколько месяцев обсуждает, какого рода связи он должен поддерживать с Путиным и кто в таком случае должен руководить этим процессом. Срочность лишь возросла с тех пор, как президент США Дональд Трамп подписал временное мирное соглашение с Ираном и дал понять на саммите «семерки» во Франции в начале этой недели, что его внимание снова переключается на Украину. Глава администрации Кошты Педро Лурти дважды связывался с официальными лицами в Кремле за последние несколько недель, сообщили 5 чиновников. Попытки положить конец конфликту на Украине под руководством США зашли в тупик, и европейские столицы разделились из-за того, чему отдавать приоритеты дипломатии или помощи Украине на поле боя ради победы. Позиция Макрона и Мерца заключается в том, что сейчас неподходящее время для разговора с Путиным якобы. И когда этот момент наступит, инициативу на себя возьмет Евротройка из Франции, Германии и Великобритании. Думаю, французский президент расставил все точки над «и» и навел порядок, сказал представитель Парижа, дав понять, что Макрон высказал Коште свое мнение в ходе саммита. Тут как не вспомнить известный мем с Макроном. For sure. And needs to be reformed, for sure. Но если серьезно, другие лидеры, огромное количество, по словам одного чиновника Евросоюза, заняли противоположную позицию, заявив, что это задача для Брюсселя, и поддержали Кошту. Первый вопрос заключается в том, что хочет ли вообще Владимир Путин вести переговоры. До тех пор никто, кроме Кошты, не может представлять Европейский Союз, сказал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер журналу «Политика» по окончании переговоров. Если Путин проявит готовность к переговорам, тогда, я считаю, нам снова придется решать, как нам действовать дальше, сказал он. Все официальные лица и дипломаты выступали на условиях анонимности в силу конфиденциального характера дискуссии. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.